Ну что, друзья, встречаем! На сцену выходит Дмитрий Ибн Родниковка! У меня очень много приятелей, казахов и друзей, и они постоянно типа прикалываются надо мной, называя меня гастарбайтером. Типа, знаете, я приехал из Москвы в Казахстан на заработки. Блять, в страну, где даже местные не зарабатывают. Подъехал. В 2016 году мне друг отправляет ВКонтакте афишу, что у нас проходит кастинг на стендап. Я, естественно, написал 3 минуты материала, пошел, это было в Дель-Мари. Участников было 7 человек, кажется, поэтому конкуренция была небольшой. И потом уже я познакомился с единомышленниками и начали репетировать и искать заведения в городе. В городе нас очень много отшивали, мы приходили, напрашивались бесплатно выступить, собрать народ, мы раздавали листовки, как только через рассылки друзей звали. Вообще стендап очень жестко так хайпанул в нашем городе, когда приехал Сабуров, это 18 или 19 февраля 17. Он выступал в Сове, и мы поперлись, и он еще не был тогда мега популярным, но вход стоил 20 тысяч на него. Мы поперлись, напросились на разогрев, нас спустили, мы втроем выступали, со мной выступали Нурсултан и Арыстан, которые сейчас бросили это дело. И мы выступили, я так пошутил над Сабуровым, над самим. Зрителям это понравилось, ко мне подходило очень много людей, говорили: уезжай из Актюбе, езжай в Алмату, там выступай, там развивайся. А я не знаю, я считаю, что типа где родился, там и пригодился. И хочется, чтобы, как и вы, хочется, чтобы в нашем городе была какая-то интересная тусовка, чтобы людям было куда пойти. Даже, я говорю, 3 года назад я один ездил в Москву на тот же фестиваль, а в этом году уже 5 человек поехали. Да. Хотели гораздо больше поехать, но у кого-то по финансовым обстоятельствам, у кого-то по семейным. Не знаю, я абсолютно калхаман, да. Последней своей клеточки. Я не люблю всю эту суету, у меня начинает болеть голова. Когда я очень долго в городе, я начинаю психовать. Даже в каких бы городах мы не были, на гастролях, Баур Канагатов знает, что я всегда ною, что хочу в Родниковку. Потому что я там родился, я не знаю, у меня какая-то связь с этим местом, что я покупаю себе там дом. Вот сейчас весной переезжаю отдельно от мамы и отчима, то есть переезжаю с кладбища, и начинаю жить там, буду заниматься огородом, вообще ремонтировать, восстанавливать дом. Но стендап, всю эту движуху я бросать не собираюсь, я буду также приезжать, меня все устраивает. Ты моешь чужую машину грязную, это очень мотивирует тебя написать хорошие шутки, чтобы потом перестать мыть машины. В тот момент, когда мы выступали на разогреве у Нурлана Сабурова, я жил на автомойке. Я и работал, и жил там же. И это был очень жесткий контраст, когда мы выступили у Сабурова, ко мне подходили прям много людей. Как раз таки после выступления Сабурова со мной связался местный ведущий и проспонсировал мою поездку в Москву. Он настолько поверил в меня после того выступления. И потом я на эйфории, на таких эмоциях от крутого выступления перед полным залом, потому что на Сабурова люди пришли конкретно на стендап. Впервые такое в Актюбе было. И потом я на эйфории шел домой пешком, домой на мойку, и кушал Биг Бон, и такой думаю, офигенный контраст, да? Вот ты здесь выступаешь перед полным залом, а здесь ты сидишь, кушаешь Биг Бон, и в таких ситуациях у нас Даулет любит говорить, типа, вот я расскажу это у Дудя, а я это рассказываю у вас, и мне никакой Дудь не нужен. А я приехал один, там еще только таких прикольных моментов было, вот прям как можно снять сериал, как парень из глубинки приехал, я увидел этот огромный отель, я офигел.
Перед отелем стояли где-то 5 человек. Ну, я понял, что это участники, я подошел, с каждым поздоровался. Я думал, что это все, а когда я зашел внутрь и увидел огромную просто толпу, я думаю, ну да, со всеми не пойдешь здороваться. И такой почувствовал себя немножко неловко, потом зарегистрировался я как дебил, потому что я был без опыта, я получил бейджик с номером 6, и сразу же, не заселяясь в номер, я пошел выступать. Я не знал такое правило, что когда твои шутки не заходят, включают музыку, и ты должен поставить микрофон и уйти со сцены. Я этого не знал. Мне включили музыку, и такой, мне танцевать, что ли? А Андрей Буришвили говорит, нет, типа, все. И там мы выступали в актовом зале, так, кресла идут наверх-наверх, и наверху сидят члены жюри, в том числе там сидел Вячеслав Досмухаметов, это вот, директор ТНТ. И они мне говорят, все, уходи. Это при полном зале комиков. Я такой, нет, я не для того с Казахстана ехал, типа, дослушайте. И Досмухаметов мне сказал, я тоже ехал с Казахстана, поэтому похуй. И вот с этого зал взорвался, я поставил микрофон в стойку, ушел. И где-то минут 15 я думал о суициде. После этого это было ужасно, правда. Но потом я подумал, типа, офигеть, ты здесь? Приехал с Родниковки в Москву. Вот рядом ходят звезды ТНТ, которых ты не надеялся увидеть, и ты вообще мечтал когда-то об этом. И все, я поменял свое настроение, начал ходить, фотографироваться, знакомиться, и так и провел свои 3 дня просто так, потому что я знал, что я не прошел на фестиваль. Еще такой есть очень, не знаю, тупой вопрос. Надеюсь, у вас его нет, а если есть, вычеркните, пожалуйста. А почему ты не скажешь Сабурову, чтобы он тебя подтянул туда? Я говорю, Сабурову наплевать вообще на всех. Как бы, зачем ему кого-то тянуть? Я же не буду ему писать. Ну, и так неинтересно. Это как-то по-казахски, да, саке вот это. Что если ты хочешь чего-то добиться, то нужно запастись терпением. Оглядываясь назад, когда я вижу, когда мы делали рекламу, тратили деньги, время, собирались, репетировали, писали шутки, и в день стендапа не приходил ни один человек. И как сейчас происходит, когда люди пишут, бронируют места, когда мест не хватает, когда мы спускаем дополнительно столы, стулья. Но, конечно же, у нас собирается ограниченное количество человек, потому что мы не нарушаем карантинные меры. И поэтому я не бросаю это дело, потому что людям интересно. Я даже в других городах, когда мы ездили в Атырау, Актау, Уральск, там есть люди, которым это интересно, но они говорят, типа, вот, как это сделать, как это? Я говорю, вы начните, выступайте перед 4 людьми, мы выступали перед 4 людьми, выступайте там перед 10 людьми, продолжайте это делать, и ваши единомышленники найдутся и откликнутся, потому что если ждать, что кто-то сделает, то этого не будет. Нужно быть первым, хоть это и сложно. Ну, открывай прям как тебе громко, ну, громкость не будет. Поговори, скажи там раз, два, три. Тоже там на 0 поставил и там на 0 что-то поставил? Сейчас я... раз. Так. Нет, меня не слышно. Не слышно? Нет, меня не слышно. Добавь еще. Так, раз. Нет, слышно? Так. Громкости добавь. Вот. Все, слышно, есть звук. Ну, у нас публика какая-то, если говорить по-русски, охуевшая. Вот в Актюбинске именно. Мы с Бауэром организовывали стендап здесь, и зрители приходили и вот так вот, типа, давай, удивляй, типа, мы уже все на Ютубе видели, по ТНТ видели, типа, чем ты нас удивишь. А когда мы приезжали в Атырау, Актау, Уральск, там, Аксай, какие-то другие, мы даже в Байконуре были, там зрители приходят и не ждут чего-то прям вау, и потом как бы у них заниженная планка ожидания, и когда мы показываем какой-то хороший уровень, они такие, о, круто, вот так. А наши почему-то, для наших мы были типа, ой, местные балуются, вот так вот. А для других городов мы типа уже гастролирующие артисты. У нас нет такого канала, как ТНТ. И плюс наши, насмотревшись ТНТ, сравнивают. И вот это проблема нашей публики, то, что они сравнивают, и мало поддержки. Наши люди почему-то возомнили себя критиками. Понятно, что зрители оценивают, но как бы слишком жестко и сурово рубят, когда кто-то хочет пойти выступать. Вот такие комментарии людей, слишком много негатива может
вот как бы зарубить на корню желание у человека заниматься этим. Слушайте, а кто из многодетной семьи или у кого много детей? Есть такие? Прям вот. Нет, двое так же, как у тебя. Нет, просто понимаете, я вот смотрел эти митинги многодетных матерей в Астане, которые требуют от государства квартиру, и я не понимаю, честно, их. Как бы жестко не звучало, да? Если тебе не на что содержать детей, просто не рожай, как бы. Сначала они рвут пизду, а потом рвут глотку возле акимата, да? Нет, просто я вырос в многодетной семье, и моя мама никогда ничего не просила как бы, у государства, кроме денег на похороны отчима. Как бы, это все, что она просила, так? Я уверен, что чернуху любят все, потому что когда я шучу на какие-то жесткие темы, прям, над которыми там, воспитанным людям стыдно смеяться, они делают вот так, они закрывают лицо и вот так, и смеются. Потому что так как бы я когда выступал на одной казахской свадьбе, там сидели арашки, одежки, и на шутки про БДСМ мне крикнули, типа, это Казахстан, типа, о чем ты шутишь? И мне вставали бить лицо за это, там конфликта никого не произошло. И потом ко мне подошел братишка жениха, жених, типа, блин, круто, смешно, но нам стыдно было смеяться над этим перед нашими взрослыми родственниками. Уят эта тема. Есть те, кто против геев, кто негативно к ним относится. Вот я не понимаю, честно, я толерантен в этом вопросе, как бы. Я больше ненавижу тех пидорасов, которые бьют своих жен, которые бьют своих детей, которые избивают до полусмерти. Мне кажется, эти пидорасы гораздо хуже тех, кто геи. Сейчас как-то больше заходит политика, например, когда какие-то вот именно городские актуальные проблемы, ту же дорогу, что вот сейчас асфальт растаял вместе со снегом, прям зрители очень довольны слышать, то, вот когда человек говорит со сцены о том, что накипело у них, про нашу вонь в городе, когда говоришь какие-то актуальные городские проблемы, это прям очень хорошо заходит. Ну и, естественно, когда смеешься над собой, самоиронией. Я ненавижу прям парней амалов, которые встречаются с вот такими девушками, блядь. Охуя чужой хлеб крови, да? Ты не пробовал найти чуть-чуть повыше, блядь? Мне что останется? Мотивация, ну, не знаю, я не то чтобы замотивирован, мне просто нравится это делать. Сейчас моя мотивация — это новенькие ребята, которые приходят, у которых огонь в глазах, которые пишут, и у которых есть дальнейшая цель поехать в Москву куда-то. Вот. Я очень стараюсь им помочь, вот, замотивировать больше их, чем себя. Сейчас я запускаю курсы по юмору, которые тоже будут платными, потому что я буду очень много времени этому уделять, как бы свой опыт, свои знания буду передавать. У меня уже есть те, кто хотят обучаться, поэтому очень классно. Это многие мне говорят, ну не многие, а были случаи, когда говорят, ты сам сначала добейся чего-то в юморе, чтобы учить. А как бы я не знаю, это не моя мания величия, это не я пришел к тому сделать такой, а типа мне пора уже чему-то учить. Это реально люди просят об этом. Я всегда, наоборот, скромный был и такой, типа, чему я тебя могу научить? Но если люди просят, их там больше 10 человек уже, то почему бы не сделать? Если вы это записали когда-то, значит, это вам тогда казалось смешным. Вспомните себя в тот момент, когда вы это записали, что побудило вас записать это. И потом вы это распишите. Удалять ни в коем случае не надо. Я всякий бред записывал, у меня где-то 600 с чем-то заметок. И там такой бред, мне стыдно, если это кто-то увидит. Но это, раз это записано, значит, это должно там быть. Это норма, типа, да? Да. Ну, это в первую очередь способ хорошо провести время. Для меня юмор — это защитная реакция. Потому что когда что-то происходит в жизни плохое, там, мне проще написать об этом шутки, выйти и рассказать зрителям. Зрители не понимают, естественно, что правда, что художественное преувеличение. А таким образом я выговорился, мне легче, и зрители посмеялись. Когда получаешь отдачу в виде смеха и аплодисментов, это очень круто. Никогда не брошу это дело. И завтра, да, после я бросаю стендап. А такие мысли бывали, честно, как бы,
когда даже, ну, мы организовывали, и не приходил ни один человек на стендап. Тогда думаешь, блин, ну реально, значит, это никому не надо. Надо завязывать. Мы с Бауром поноем друг другу, поноем, а потом, что, когда в следующий раз? Мне очень нравится смешить. И даже вне сцены я всегда шучу, даже над своей девушкой, правда, до слез довожу, но все-таки она меня за это любит. Вот. В первую очередь, да, за улыбки. Это самое крутое, когда есть отдача в виде аплодисментов и смеха. Ты понимаешь, что ты не зря это делаешь. Бывали даже провальные выступления, когда было в тишину, когда люди подходили, говорили, завязывай ты с этим. Вот такие моменты они закаляют и мотивируют. Не то чтобы доказать ему. Я не знаю, я нашим ребятам каждый раз говорю, вы не должны соревноваться между собой. Там есть участники, которые там, вот я хочу лучше него выступить. Я говорю, в первую очередь вы должны лучше себя на прошлой неделе выступить. Как бы. Это же круче соревноваться с самим собой, чем с кем-то.